Наша задача входила здесь охрана железнодорожного моста. Вот. Охраняли, значит, ее 5 часовых сразу одновременно. На одной стороне 2, на второй 2 и посередине моста. А в зимнее время на льду было. И вот когда наша задача во время войны было там, реорганизовалось уже, было преимущество, было уже свыше командования было. В ночное время мы пропускали машины, боеприпасы, там, войска и прочее все. Мост, значит, я скажу, что мост был там, и же могли поезда ходить и машины. Так, конструкции моста. Мост длинный, где-то 1118 метров, я вот сейчас. Вот, после, вот занимались, значит, машины встречали, самый главный упор был, чтобы не затесалась в эту колонну какая-то такая машина, может подрыв быть и прочее все такое. Но там пропускали в одно время, в ночное время для скрытности. Это первое время войны. Потом уже наладилась уже железная дорога. Там пошло и днем пропускали, а то обычно скрытно. Это несколько дней. И вот эти в полном боевом мы не раздевались, ничего, спали в этом полном боевом. Здесь эта охрана была. Пропускали вот эти войска, вот, проверяли документы, что везут и прочее, чтобы не затесалась там какая машина. Это особый был этот упор на это было. Охрану вели таким путем, с этим. Еще 2 эстакады охраняли в случае взрыва моста. Там и это не исключали возможность, потому что там фиксировался, и говорили, что и будет налет японской авиации. Вот, железнодорожный мост под прицелом, под этим. Много там проводили, уже появлялась разведка, доносила нам, постоянно говорили, что там, что вокруг этого моста сосредотачивается, там и есть, ну, как бы шпионы, что ли, их назовем, да. Вот. Вот это вот наша задача была.